Как я выучила 4 языка и изучаю еще 2. Мой путь, советы и мотивация. Привет, меня зовут Пакия, я преподаватель английского, казахского, русского, турецкого, изучаю арабский и корейский. В этом видео я расскажу тебе о своем реальном пути в изучении языков, что мне помогло, какие привычки сработали и какие советы я бы дала себе в начале. Началось все с английского, как у многих. Я учила его в школе. Список слов, упражнения, грамматика. Все по стандарту. Но тогда это было просто урок, а не живой язык. Настоящий прогресс начался, когда я перестала учить язык по учебнику. Я стала слушать музыку на английском, смотреть сериалы без перевода, читать статьи о том, что мне реально интересно. Вместо того, чтобы заучивать правила, я стала чувствовать язык, как он звучит, как им мыслят. И вот тогда все поменялось. Английский перестал быть предметом и стал инструментом, с помощью которого я могу узнавать мир, общаться и думать иначе. Появился турецкий, потому что я хотела выучить язык, на котором говорят миллионы людей. И он часто звучал вокруг, в песнях, сериалах, путешествиях. А когда я жила в Турции, необходимость понимать и говорить на турецком стала еще более острой. Хотелось не просто выживать, а по-настоящему быть частью общества. К тому же мне было интересно понять культуру, которая так близка, но в то же время совсем другая. Русский я использовала каждый день, и он стал частью моей профессиональной жизни. Казахский – мой родной язык. Я говорила на нем с детства, как и все вокруг. Но в какой-то момент поняла, хочу говорить красиво, выразительно, глубоко. Не просто понимать, а уметь передавать мысли точно. Чувствовать богатство родной речи. Читать поэзию и выражать себя не только бытовыми фразами. А потом арабский и корейский. Я просто влюбилась в их звучание, в мелодичность арабского, в ритм и интонации корейского. Эти языки как музыка, которую сначала просто слушаешь, а потом хочется петь самому. С ними пришел и интерес к культуре, к фильмам, книгам, менталитету, образу мышления. Каждый язык в моей жизни – это любовь. Не долг, не план, не для работы, а искренний интерес, эмоции, тяга к новому. И внутри было то самое чувство, что это мое. Что мне реально помогло? Я учу языки через интерес. Вместе скучных учебников я сразу погрузилась в то, что мне нравится. Музыка, сериалы, подкасты, блоги, книги. Все, что вызывает эмоции, запоминается гораздо легче. Ежедневная практика по 15-30 минут. Даже если день супер загружен, я нахожу хотя бы 15 минут. Включаю подкасты в дороге, повторяю фразы вслух, слушаю музыку с текстом, проговариваю диалоги. Главное делать это каждый день. Я поняла, что регулярность намного важнее длительности. Я говорю с собой. Да, я разговариваю сама с собой. И это реально работает. Когда что-то делаю, я описываю это на изучаемом языке. Это помогает переключить мышление на другой язык и быстрее освоить повседневные выражения. А еще это бесплатно и всегда доступно. Ставлю маленькие цели. Раньше я думала, выучу язык за год. Но это слишком абстрактно и демотивирует. Сейчас я ставлю конкретные достижимые цели. Выучу 10 новых фраз. Посмотрю видео без субтитров и перескажу его. Напишу пост на изучаемом языке. Такие цели дают чувство успеха каждый день, и это мотивирует продолжать. Учить язык – это не про талант, это про систему, интерес и терпение. Если ты сейчас делаешь ошибки, это хорошо. Ты растешь. Я тоже когда-то не могла сказать и одного предложения. Ты тоже сможешь, шаг за шагом. На этом пока все.
А уже в следующем видео я расскажу, как подружиться с грамматикой так, чтобы она работала на тебя, а не пугала. Если тебе понравилось, ставь лайк, делись этим видео с другом, пиши в комментариях, какой язык ты учишь сейчас. Увидимся в следующем видео. Bye bye!